С заботой о тех, кому особенно непросто, глава республики Вячеслав Битаров сегодня побывал в Доме престарелых. С министром труда и социальной защиты Игорем Кисаевым он поздравил подопечных учреждений с новогодними праздниками. Также глава посмотрел условия, в которых живут люди. Сейчас там 62 человека. По словам директора, для них устраивают различные досуговые мероприятия. Например, недавно прошел мастер-класс по созданию мультфильмов. А сегодня презентовали картину на остинском языке, над которой работали сами подопечные Дома престарелых в течение 2 месяцев. Здесь мы живем очень, очень неплохо. Может быть, не все из нас, кто здесь живет, когда-то так жили. Все для нас здесь. У нас и кружки, и хор у нас, и рисуют. В общем, знаете, лучше придумать нельзя. Спокойно, за нами следят, за нашим здоровьем, даже за настроением. Также Вячеслав Битаров посмотрел ход работ в соседнем корпусе. Сейчас там идет реконструкция. Новое здание сможет вместить еще 76 человек. Также там построят большой медицинский блок, 2 гимнастических зала и 1 актовый на 200 человек. За 2 месяца уже освоено 43 миллиона рублей. Еще 74 республика получит из Пенсионного фонда России в этом году. Не надо ждать конца года. Надо завершать. Сейчас люди там очереди ждут. Конечно, стыдно в Осетии иметь дом престарелых, тем более, когда имеют по 4 дочери и по 5 сыновей.